Кыргызстан известен как островок демократии среди авторитарных стран Центральной Азии. Страна стала членом многих международных организаций, продвигающих права человека и демократические принципы. Тем не менее, местные и международные НПО и Генеральная прокуратура постоянно сообщают о тяжелых случаях нарушения прав человека, таких как пытки, произвольные аресты, содержание под стражей и плохие условия в тюрьмах, в то время как правительство пытается их скрыть. Правозащитники также регулярно поднимают вопросы о справедливости и законности процедур расследования. Правозащитник Азимджан Аскаров долгое время был одним из самых ключевых активистов этого процесса. Я стараюсь, чтобы мое время прошло Бош вакытым көп. Аны текке кетирбей сүрөт тартам. Китеп көп окуйм. Көбүнчө философиялык, диний китептерди окуп жатам. Азыр Курандагы Ясын сүрөсүн жаттап чыктым. Соттолгондордун сүрөтүн тартам. Сүрөттөрүмдү көргөндөр аны менен абалымды көрсө деп ойлойм. Азимджан Аскаров родился в селе Базар-Курган в 1951 году. Учился в Ташкентском художественном училище. Сразу после окончания учебы он женился на Хадиче. У них 3 детей. После возвращения в Базар-Курган Азимджан 15 лет работал в качестве художника-декоратора. После обретения Кыргызстаном независимости в 1990 году он начал писать статьи о несправедливости в местную газету. В середине 90-х он начал работать в правозащитной организации в Джалалабаде и регулярно писать расследования и статьи о людях, которых он защищал. В 2002 году он зарегистрировал собственную организацию «Воздух», считая, что права человека необходимы так же, как воздух. С начала 2000-х годов стал проводить регулярные мониторинги мест лишения свободы. За годы своей деятельности Аскаров неоднократно вел резонансные дела, которые становились объектом внимания не только местной прессы, но всего мира. Азимджан привел в суд человека, который якобы был признан убитым. Мы для себя назвали это дело «живой труп». Жестоко названо, но это как-то характеризовало. Женщину Яркинай Мамажанову очень жестоко избивали, и ее родственники обратились к Азимджану за помощью. И Азимджан просто привел ее на судебный процесс, это Майрам Заирова, сказал: вот она, живая. И вы только подумайте, насколько это серьезно, да? Люди признались в ее убийстве. Она не убита, она живая. Это же подвергает под сомнение очень многие судебные приговоры. Оппоненты Аскарова часто обвиняют его в том, что он защищал только узбеков. Однако коллеги Аскарова приводят вполне конкретные дела и фамилии кыргызов, которых также защищал Аскаров. Когда я услышал, что вот такая была, и что обвиняли его чуть ли не национализме, я подготовил маленький этот список. Вот Беркбаев, бывший аким района, он обратился к нему. Камбаралиев Каныбек, он обвинялся в убийстве, он защищал, тоже киргиз. Мамбеталиев Арстан, это ветеран из колхозов партии, вот этот. Кутукулов Омурбек, ветеран войны с Бешбадама. Камбаралиев Аскар, вот такие можно перечислить долго. Спустя 2,5 года после задержания коллеги тепло отзываются об Аскарове. Всегда относился к людям иначе. Не то, что там человек пришел проблемой, он переживал за каждого, который через его организацию проходила, через корреспондентский пункт. Я у него видела часто слезы, когда он какую-то проблему рассказывал о людях или что-то трагическое, где-то что-то происходит. Он говорит, невозможно смотреть просто так. Мне, я же говорю, он был очень чувствительным. Помимо своей общественной деятельности, Азимджан Аскаров был мужем и отцом 3 детей. Почти 40 лет прожил он в браке со своей супругой Хадичой. Кандай? Мен мына жерде жатам бір өзім, отырам, біреулерді, елдерді көріп отам, екеулесіп келіп отыр, балдарымна отырады, мен ошыны қала қойым ба? Неберелерін сүйіп отады, елдер. 8 небере бар біздағы балдарды сүйіп, еркелеп отырып тұрған пәйтті бекерден бекер отырады. Менге керек те. Ойлап отам, менге еш нәрсені керек емес. Ошы үй болса, мына жерде екеуіміз жатып, мындай жақсы тұрмыс қылса қанайды деме ойлап отам. Мұноларды екеуіміз қылдық, мехнетімнен қылдық. Мәне бір шундай үйде мен бір өзім жашап отам. Еш нәрсені керегі жоқ екен. Бір күнің болса да жақсы өтіп, жақсы еп içip, бардығың бала чақаң ушу эрің менен қошы жашаған жақсы екен деп ойлап отам. Когда в июне 2010 года на юге Кыргызстана вспыхнули этнические беспорядки,
Азимджан Аскаров активно работал там, где был нужен. Снимал фотографии и видео, документировал все факты насилия, выступал посредником между конфликтующими сторонами. 12 июня жители села Базар-Курган вышли защищать свои дома и семьи. Боясь эскалации конфликта, они заблокировали мост, через который к кровопролитному конфликту в Аше могли присоединиться участники из других регионов страны. 10-15 милиционеров пришли урегулировать конфликт, когда на мосту находилась толпа, более 500 человек. Здесь милиционеров атаковала небольшая группа молодых людей, которые начали избивать одного из милиционеров. Стянули его с моста на обочину, убили и подожгли труп. Другие милиционеры бежали с места конфликта. Капитан Мактыбек Сулайманов родился в Базар-Кургане в 1967 году. В 1990 году, после окончания службы в армии, начал работу в органах милиции. В июне 2010 года в звании капитана милиции он работал участковым инспектором родного Базар-Курганского района. Жена Сулайманова до сих пор со слезами на глазах вспоминает, как в последний раз уходил из дома ее муж 13 июня 2010 года. И прям вот до сих пор я вот помню его взгляд. Он сел в машину и никогда в жизни он головой кивал, когда уезжал из дома на работу, когда уезжал, он просто всегда кивал головой. А в тот день он прям помахал мне рукой. Я вот так думаю, может, он так, у него чутье было или что, или он со мной так попрощался. И его вот последний раз живым видела тогда. Утром 14 июня Сулайманов вместе с коллегами-милиционерами отправился к мосту для выяснения ситуации. Он же был единственным, который оттуда уже не вернулся. Около 9 утра его обгорелый труп нашли коллеги, вернувшиеся с подкреплением, чтобы выяснить его судьбу. Тревогада барганда весь личный состав ГАИ барган. Ошо жолдо турат экен, жолду тазалайбыз деп. Анан биз барганыбызда, аерде бир бардык өзбек калк экен, биз билбей эле кирип бардык. Кирип барсак эле Азимжан Аскаров ошол жерде турган экен. Полный буларга өлүм деди да, өлтүргүлө. Аскаров вместе с еще 11 местными жителями был арестован и предан суду по обвинению в организации массовых беспорядков, разжиганию межнациональной розни и соучастию в убийстве. Однако коллеги-правозащитники считают, что это обвинение было только поводом его ареста. Главной же причиной его задержания считают месть со стороны сотрудников правоохранительных органов. Он был на руках у этих же сотрудников, которые вот все эти годы критиковал, против них работал. И это была как бы кара за его наказание, за его правозащитную деятельность. Другая версия его ареста связана с видеозаписью, на которой якобы содержалось подтверждение участия сотрудников правоохранительных органов в беспорядках. У адвоката Нурбека Туктахунова было только несколько шансов встретиться с Аскаровым до судебного процесса, не более чем на 3-5 минут. Кроме того, ему было отказано в доступе к материалам следствия. Тухтахунов также неоднократно фиксировал свидетельства о пытках ВВС к Азимджану Аскарову. Однако материалы не были рассмотрены ни прокуратурой, ни судом. Он громко говорил, что здесь очень хорошее обращение, там, у него нет никаких претензий, да, но просто мне это как бы немножко заинтриговало, да, почему он так громко разговаривает. И я просто попросил его поднять рубашку, да. После того, как он поднял рубашку, я видел, что у него вся спина в синяках, да. Нет, прям в процессе там, ну, во-первых, там сразу не дали возможность вообще выступать свидетелем защиты. И вообще людей, которые, ну, родственников, да, обвиняемых, подсудимых, да, сразу же изгнали, да, там. По версии сотрудника районного ГАИ, Аскаров находился в центре толпы. По версии сотрудника районного отделения ГКНБ, Аскаров стоял у заправки с левой стороны дороги. По третьей же версии другого сотрудника ГКНБ, Аскаров стоял в 200 метрах от моста. И есть четвертая версия, по которой Азимджана Аскарова вообще не было на мосту. На этой версии настаивают соседи правозащитника, которые видели его во время инцидента на мосту в другом районе села. Противоречия в показаниях свидетелей ставят под сомнение факт его участия в преступлении.
В результате, в сентябре 2010 года Аскаров был осужден на пожизненное лишение свободы только на основании показаний милиционеров и сотрудников ККНБ, которые утверждали, что он подстрекал толпу к насилию. Никаких других доказательств его вины в суде представлено не было. Азимджан Аскаров не единственный человек, который подвергался пыткам в Кыргызстане. Согласно статистике правозащитной организации «Голос свободы», только за первое полугодие 2012 года правозащитники подали 145 заявлений в прокуратуру по факту применения пыток. В 108 из них прокуратура не нашла подтверждений применению пыток и дела не были возбуждены. Из 19 дел, которые были все же начаты, до суда не дошло еще ни одно, хотя прошло более полугода. Наши партнеры на юге, те организации, которые работали предоставлением адвокатской помощи пострадавшим от событий в июне 2010 года, заявляли о том, что практически каждый человек говорит о том, что в отношении них были применены пытки. В соответствии со статьей 5 Всеобщей декларации прав человека, никто не может подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. Тем не менее, пытки являются довольно распространенным явлением для кыргызской правоохранительной системы, заинтересованной в получении более высоких данных о раскрываемости и, как следствие, фабрикации некоторых дел. Из 33 задержанных 9 человек были страшно избиты. Это слов нету. Вот таких следов синяков я видела в 2002 году в Аксы, после Аксийского расстрела, в больницах, когда избитые не могли ходить, они ничком лежали. И вот второй раз в своей жизни видела вот такие страшные следы побоев. Вообще, вот это было 27 июня. На видеокамеру он рассказывал о том, как его избивали, он называл имена конкретных людей, кто это делал, он называл виды жестокого обращения с ним, которые не были связаны там с убийством или что, он называл, как милиционеры над ним измывались. Он даже говорил о том, что его избивал сын одного из милиционеров, 10-летнего мальчишку, он привел в изолятор, и он пинал этого человека, который ему в дедушке годится. Нарушения прав человека в Кыргызстане широко обсуждаются высокопоставленными должностными лицами. Министр внутренних дел, генеральный прокурор, премьер-министр вынуждены комментировать дело Аскарова даже на международной арене, что негативно сказывается на международном имидже страны. Во время визита президента Атамбаева в Германию в декабре 2012 года Ангела Меркель потребовала немедленно положить конец безнаказанности за пытки, придерживаться верховенства закона, а также прекратить преследование защитников в Кыргызстане. В свою очередь, Атамбаев не исключил возможности повторного расследования дела Аскарова, если будут обнаружены новые доказательства. В принципе, находясь в 47-й колонии, Аскаров, он олицетворяет нас, и мы тоже находимся в 47-й колонии. Если не физически, то морально. Почему? Потому что это реально. И с Аскаровым судьба может любого застигнуть. Верховный суд Кыргызстана отклонил апелляцию Аскарова, оставив в силе приговоры двух судов нижестоящего уровня. Процесс проводился без участия самого правозащитника. Внутренние резервы по защите Аскарова исчерпаны, и адвокаты уже направили жалобу в Комитет ООН по правам человека. Они утверждают, что Кыргызстан нарушил права Аскарова в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах. В частности, его право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство и его право не быть подвергнутым пыткам. Среди центральных пунктов жалобы: пытки Аскарова в момент содержания под стражей, отсутствие расследования злоупотреблений во время следствия, отказ в доступе адвоката к Аскарову и не предоставление защитнику достаточного времени для подготовки к защите. В жалобе правозащитники призывают ООН признать несправедливость приговора Аскарову, призывают к его немедленному освобождению и новому расследованию инцидента с убийством милиционера, которое привело бы к наказанию истинных виновников трагедии. Кроме того, адвокаты просят Комитет по правам человека потребовать от властей Кыргызстана системных мер для предотвращения подобных нарушений в будущем.